Шепис паршабыс анын андар. Мы идем дальше. Так, домашнее задание. Ибдегетогс. Давайте начнем с домашнего задания с Арины. Сейчас, подождите, я включу показать экран. Так, экран, документ Кюрчебе. С Аринаның документы Кюрчебе. Так. Көрінжетсе пис тұрғыспирнер. Көрінжетсе пис тұрғыспирнер. Если видно, поставьте 5. Вот смотрите, я употребляю форму көрінжетсе. Мы сейчас обратим внимание на эту форму. Көрін, показывайся, да, или виднейся. Көрінжетсе условие действия. Если видно по-русски. Көрінжетсе. Давайте я пропишу. И теперь запомните эту форму көрінжетсе. Если видно, да. Көрінжетсе. Сейчас, подождите. Вот так вот. Көрінжетсе. Если видно, тұрғыспирнер пис. Поставьте 5, да. Вот эту форму запомните. Көрінжетсе. Сейчас мы будем разбирать. Ну вот, смотрите. Первый пример. Пистің сөбірімді мен пастағы палызы. Да. Пастағы палызы. Здесь все правильно. Мен пастағы палызы. Вот смотрите. Вы уже, наверное, подзабыли, да, форму субстантивации от числительного. Мен палызы бын. Давайте вот это правило я еще раз покажу. Из таблицы, смотрите. Мин, да. Вот эту форму, когда мы мин палы бын, допустим, да. Мин кізі бін, син кізі зін, ол кізі. Да, тут ничего нет. Вот эту таблицу надо будет вспомнить. Мин палы бын, син палы зін. Вот аффиксы сказуемой формы. Я вот сейчас к этому. И вот тут вот этот аффикс, он был пропущен. Мин палы зы бын. Да, я ребенок, первый ребенок. А теперь смотрите, пистың сөбірімді. Сөбірім, вот это аффикс, это первого лица, причем единственного числа. Было бы миның сөбірімді, тогда было бы правильно. А если пистың наша семья, тогда сөбірі біз. Вот, сөбірі біз. Ну, теперь, я думаю, вы запомните. Пистың сөбірі бісті, мен пастағы палызы бын. Вот, теперь все верно. Дальше. По айды мен үзінжі книга хығырғым. Что здесь нужно поправить? По айды мен үзінжі книганы хығыр салғым. Вроде бы, вот здесь все правильно. По айды мен үзінжі книга хығырғым. С точки зрения грамматики вроде бы нет никаких нарушений, но все равно хочется сказать вот книганы хығырғым. Не книга хығырғым, а книганы хығырғым, да? Мен пойду үзінжі книганы хығырғым. Если, допустим, мы говорим, книга должна употреблять в винительном падеже. Что мы прочитали? Не в именительном, а в винительном, да? Книганы. А в хакасском языке винительный падеж это... Что я прочитал? Книганы хығырғым. Мы проходили в падежах. Давайте сейчас еще раз. Где-то мы указывали, да? Винительный падеж. Вот, да. Вот смотрите, вот. Книганы хығырғым. Да? Запомните еще раз. Что я читал? Книганы хығырғым. Так, обратите внимание на эту таблицу. Так. И вот получается мин книганы хығырғым. А теперь смотрите, я исправил на хығырсалғым. Чем отличается хығырғым от хығырсалғым? Лучше сказать хығырсалғым. Третью книгу прочитала, да, или прочитал. Третью книгу прочитал. Или третью книгу читал. Ну, по-видимому, была идея высказать, что была прочитана третья книга уже, да, в этом месяце. По айды мен үзінжі книганы хығырсалғым. В этом месяце я прочитал третью книжку. Вот такая идея. Так, имнэг турада біз екінші тесті тұрғыбыз. Теперь смотрите, имнэг турам, да.
По-хакасски имнег пишется через Е. Дом, лечебный дом буквально, да, ну больница. Имнег тура з. Вообще вот мы сейчас этот пример будем разбирать, вот после, сейчас мы вот эти все предложения разберем, и я потом покажу, когда нужно употребить аффикс «зы». Имнег тура зынде, обязательно надо «зы». Я сейчас покажу. Так, потом внизу, да. Имнег тура зынде пис тесте и кинджизе тургабыс. И тут смотрите опять. Тесте, вот если пис и кинджи тесте тургабыс, да, если оставить вот это выражение, то оно что получается? Пис и кинджи тесте. Все правильно, если сказать, мы во второй очереди стояли. Не в очереди вторым, да, вот одна очередь, а я стою вторым по порядку, да. Или в две очереди, или две очереди, а я во второй очереди, да. Две большие очереди, а я во второй очереди, да. Есть разница. Поэтому, если, допустим, есть идея, что из двух очередей я во второй очереди стою, да, не в первой, тогда правильно. И кинджи тесте. Ну, тут на Е надо исправить, да, я внизу исправил, тесте. Но если в одной очереди, и я второй по порядку, тогда надо сказать тест, пис, тесте. Сначала тесть, очередь, ставим впереди и числительную, потом указываем после. Пис тесте и кинджи з тургабас. И тут, смотрите, требуется вот этот аффикс «з». Обратите внимание. Дело в том, что если сказать «пистесте» и «кинджи тургабыс», да, для хакасского языка это не характерно. В русском языке этого нету. Ну, допустим, я в очереди второй стою. Но в хакасском языке всегда требуется принадлежность еще к очереди, да. Если сказать «пистесте» и «кинджи тургабыс», то как-то не хватает того, что вот этот второй номер, он принадлежит еще к этой очереди, да, вот эта вторичность. Обязательно «з» требуется, нужно обязательно указывать, что мы именно в этой очереди стоим. И кинджи. Если сказать и кинджи тургабыс, вот это и кинджи обозначает, что мы к чему-то, это к какому-то объекту принадлежим, да, и этот объект употребляется через «з». Что он тут в наличии. Вот им «з» говорит о тесте. Пис тесте и кинджи з тургабыс. И в хакасском языке тогда звучит нормально. Имнег туразнде пис тесте и кинджи з тургабыс. В больнице мы в очереди стояли вторым по номеру, если это идея, да. Дальше. Лиф хажин лиф тогын менже сегизинчи этаж саршазык паршам. Все правильно. Формально все правильно, ошибок нет на самом деле, но лучше будет, если сказать хажен лиф тоган минчатся. Да, вот помните, вот я сейчас только что говорил керенчатся, да, или тоган-чатся, а тоган минчатся это аффикс отрицания, да. Хажен лиф тоган-чатся, мин лифтик паршам. Хажен лиф тоган минчатся, сегизинчи этаж шазак паршам, да. Вот тоган минчатся лучше употребить аффикс чатца, то есть при каком-то условии, при каком-то условии, да, я совершаю нечто второе действие. Вот при условии, что лифт не работает, я иду на 8-й этаж пешком, да. Но надо именно вот это условие обозначить: лифт тоган минчатся. А хаджан лифт тоган минча, когда лифт не работает. Вот в русском языке вот этой разницы нету. Когда лифт не работает, я иду на 8-й этаж, да. Но если мы калькируем, в хакасском языке не получается калька с русского языка. Требуется обязательно тоган минчатся. Это особенности хакасского языка уже. Вот прямая калька, она не совсем применительна для хакасской логики, для логики хакасского языка. Поэтому просто запомните, что хаджин лифт тоган минчатся. Если чего-то что, значит тоган минчатся, керен минчатся, ну и так далее, да. Дальше. Школада маргда мин тогызынчы орынны алгам. Вот, опять-таки, русскоязычная калька здесь. Смотрите, школа да маргда. В школе на соревнованиях. Как бы правильно, да? Формально правильно. Школа да место. Маргда тоже место, да.
Мин тоғызынчы орынны алгам. Все здесь верно. Но я сейчас обращу внимание вот на вот эти вот выражения. В хакасском языке лучше сказать школа стендеги марагда. Ну, школа да марагда в школе на соревнованиях, допустим, да. Ну, я понимаю, что это с русского языка переведено. Да, но в хакасском языке лучше во внутришкольных соревнованиях, да. Так логичнее будет, если на русский язык перевести. Обязательно школа, она не склоняется. Исти это внутри, стендеги во внутренних соревнованиях. Так будет логичнее. Школа стендега марагда мин тоғызынчы орын алгам. Тогда все в порядке. Ну вот такие сочетания. Ну, что очень хорошо, то, что вы уже пишете сложные предложения. Да, ну вот, да, уже вышли на такие вот сложные конструкции, они не только простые предложения. Ну и теперь надо будет еще раз обратить внимание на что? Давайте я через таблицу. Так, на винительный падеж, вот на эту конструкцию обратите внимание. Мин, так, сейчас, подождите, сейчас это. Пистин сёбербис, да, пистин сёбербис это вот здесь. Ну, любая форма, она вот, любая табличная форма, на самом деле, она говорит, вот любую возьмите, мин, да, бн, пис, бс, пистин, помните, тартолга падеж, мы тут проходили, пистин сёбербис. Так, сейчас подождите, вот, пистин, допустим, да, сёбербис, палыбыс, кзыбыс, компьютерыбыс и так далее. Вот эту форму надо будет запомнить. Так, Карина, так, лифт оғын минчатса, шазык пашам, без хажан, так. Хажан лифт оғын минчатса, так. Так, хажан лифт оғын, сейчас, подождите, хажан лифт оғын минчатса. Можно, смотрите, без хажан употребить. Лифт оғын минчатса, шазык пашам. Можно без хажан, да. Условия, вот, лифт оғын минчатса, сигізінші этаж сара, сейчас запашем, тоже хорошо будет. Так, теперь давайте, так, у Карина, сургулар пазапарба, Карина, есть вопросы? Так, дальше Юля, да, разбираем Юлин пример. Ну, Юля, к сожалению, не успел прописать так же, как у Карины, да, вот, смотрите, ну, будем сейчас по ходу дела разбирать. Мин чибрга и кенджи школа де угренгам. Тут все нормально. Мин шибрга и кенджи школа де угренгам. Я училась в 22-й школе, да. Мин пастага классар 19-нчы школа зарпаргам. Тут все тоже хорошо. Хандра. Мин пастага классар. Так, давайте 3. Мин пастага классар. Так. Сейчас, извините. Так, это Юлия, смотри. Лучше сказать пастага класс ха. Вот здесь, да. Мин пастага класс ха. Прикладываем к первому классу, да. Пирельга падеж. Он тоғызынчы школа зарпаргам. Вот теперь все хорошо. Менің икінчі диплом тархан специальность польша. Да. Теперь давайте смотрите. Теперь будем превращать это предложение в хакасский язык, да. Это понятно, русская калька, да. Мин икінчі, смотрите. Менің диплом. А давайте мы сейчас вспомним таблицу минның, да, вот минның диплом, минның, да, где минның диплом, должно быть, да, вот видите, хнызым дипломом, да. Так, минның икенче диплом, тархан, да, ну, тархан специальность Польша. Ну, в хакасском языке специально «з» требуется, да, что вот эта специальность принадлежит к истории. Тархан специально «з» Польша. Вот теперь чисто хакасский язык. Минның икенче дипломом тархан специально «з» Польша. Все, чистейший хакасский язык. Мага 39-ын кірібіскен. Мне пошел 39-й год, да. Вот смотрите дальше. В хакасском языке лучше бы сказать не мага, вот, ну, если мне пошел 39-й год,
Тогда говорим мага от 9. Нет, лучше сказать все-таки по-другому. Давайте так сформулируем. Мин, да, через мин. Мин 39 шазына кірбіскім. Вот так лучше будет. Мин 39 з. Мин 39 шазына кірбіскім. Мин 39 з. Мин 39 шазыма. Мой возраст кірбіскім. Так будет лучше. Кыргызском. Ну, мне 39 год, да. Мен от 9 шазыма кыргызском. Если исходить из слова кыргызерга, да, мне 39 год пошел. Но в хакасском языке я вошла в 39 год, получается, буквально, если перевести, да. Но все равно в хакасском языке вот так лучше выразить. Но для русского языка калька, если сделать кальку, она не подходит. Вот, понимаете, да? Мне пошел 39 год, а по-хакасски лучше сказать, я вхожу в 39 год. То есть немножко другая логика. Мин 39 шазыма кірбіскім. Дальше. Мин 1810 жыл түрем. А теперь смотрите. 1810 жыл, да? Надо употребить когда? Хажен. А хажен у нас это здесь, это у нас орынғы падеж, то есть местный падеж. Мен 1900 жылды. Ну, я с большой буквы пропишу, чтобы понятно. Терем. Без... Так, вот, да. Я родилась в 80-м году. Допустим, да. Мен 1900 жылды терем. А все остальное хорошо. Здесь правильно, что не просклоняла. Здесь склонение нужно. Только склоняется последнее числительное. Все здесь верно. По аның үзінжі ипши. Да, ипши. И теперь смотрите. Опять требуется вот этот вот з. По аның үзінжі ипши з. Вот этот аффикс з. Давайте мы сейчас пример закончим. И мы разберем, как бы мне не забыть. Так, ипши з. Третья жена. По аның үзінжі ипши з. Это у него третья жена. Ол миның пизінже харындас. Да. И опять пизінже харынды зым. Да, видите? Опять вот этот з выскакивает. Пизінже харынды зым. Это первое лицо. Миның харынды зым. Да. Вот. Помните вот эту таблицу. Миның харынды зы. Харынды зым. Вот этот вот, да. Прошу прощения, харындас. Вот этот вот харындазым. Вот. Харындас, харындазым. Так. Ол миның пизінже харындазым. Он мой пятый брат. Или родственник. Харындас, тут это очень обширное слово. Это и родственник, и брат, и, ну, в общем, родственник в широком смысле. Мин онынжы пішік пасхам. Так, формально все правильно. Я 10 письмо написал. Или 10 запись сделал. Минонанджи пишпасхам. Хотя в хакасском языке лучше сказать минонанджи пешин пас салгам. Вот так бы уже это, скажем так, это самый хакасский язык, да. Минонанджи пешин пасалгам. Печик пешин. Письмо, принадлежащее к 10. Онанджи пешин. Я 10 письмо написал. Пасалгам написал. Алтынчы самолет город үстінде ұшқыша. Тоже формально правильно. 6-й самолет летит над городом. Так, орта. Менің қарындызым 4-й класста көрінше. Вот теперь смотри, ты здесь правильно употребила. А тут неправильно. Вот менің пизінчі қарындызым, да, здесь было неправильно, а тут правильно. Менің қарындызым 4-й класста көрінше. Да. Но смотри, опять слово харындызым. Харындыз это как родственник. Если у тебя
братишка или сестренка младше, то лучше сказать тумме. В хакасском языке это такое хорошее слово. Минным туммам. Да, давайте я харндазм возьму в скобку, чтобы не стирать. Минным туммам. Тюртынджи классно громче. То есть все младшие, а это туммалар. Что девчонка, что мальчишка. Да, это все тумма. Минным туммам тюртынджи классно громче. Аңжи 30-нчы пюр өдір. Так, тут предложение явно не дописано. Да, өдір салган. Вот так правильная форма будет. Өдір салган, убил. Да. А теперь смотри, выстраиваем. Аңжи өдір салган, убил. Кого убил? Или что убил? Пюрны. Аңжи 30-нчы пюрны өдір салган. Охотник убил 30-го волка. Да. Ну вот такие вот наши примеры были здесь, да. Но на что нужно обратить внимание? Давайте вот теперь еще раз пройдем. Вот что за такой аффикс з? Почему ипшизы, харндазы, да, тумазы? Вот давайте вот этот з кинде туразы. Смотрите, да, буквально книжный дом переводится. Вот давайте так, сначала так. Кинде тура, да, кинде книга, тура дом. Вот, смотрите. Кинде тура, книга дом. Но если мы хотим сказать библиотека или книжный дом, да, кинде туразы, вот что-то будет кинде туразы. Вот это сочетание, оно правильное. Вот последнее. Кинде туразы. Дом, принадлежащий книгам, получается, да. Смысл дома, что там в этом доме находятся книги. И дом по статусу, он не главный здесь по смыслу, а главное что-то вот это книги. И нужно обозначить, что дом как явление относится вот к книгам. Тогда мы обозначаем аффикс условно, говорящий о том, что дом он книжный, принадлежащий книгам, да, кинде тураза. Дальше, имнег тураза, запомните, это больница. А кинде тураза это библиотека. И по аналогии вы можете сами, допустим, через тро, да, давайте посмотрим, что еще может быть. Ульгу. Ульгу это власть. Ульгу тураза. Как переведете ульгу тураза? Дом, принадлежащий власти, да. Ну, можно сказать, это типа министерство, может быть, да. Может быть, и дом правительства. То есть смысл, что дом, принадлежащий власти. Вот в хакасском языке, как бы, если в русском языке мы скажем, там, правительственный дом, да. А что такое правительство? Это же власть, да. Ульгу тураза. Или правительство туразы, да. Давайте министерство туразы. Министерство туразы. Понятно, что министерство туразы, да. Дом министерства получается. То есть дом, принадлежащий какому-то министерству. Допустим, да. И давайте вот Анам и Пшизы, его жена, да. Анам и Пшизы. Смотрите, вот этот з принадлежит к Анам. Мы должны обозначить, что его жена. Анам и Пши уже некорректно. Вот Анам и Пши, да. Обязательно Анам и Пшизы. Допустим, Анам палы з, да. Анам палы з. Его ребенок. Его ребенок, да. Давайте так. Ажемның кызы, да. Вот. Ажем, старший брат, ажемның, старшему брату принадлежащий кто? Хыз. Дочь, хызы, принадлежащий брату дочь. Вот. Тоже, да, дочь
брата. Так, ну вот, в общем, когда стоят две существительные, вот давайте вот возьмем имнектурозы, да, и второе существительное поясняет первое, допустим, мы хотим пояснить, что это лечебный дом, да, тогда вот этот второй существительный обязательно имеет аффикс з. Надо его вот таким образом пояснять. Ну вот, как-то я пытался объяснить. Да, если, допустим, не поняли, просто пока тогда знаете, что сделайте. Запоминайте конструкцию и все. Запомните киндетурозы как явление, да, это библиотека. Имнектурозы — больница. Аның ипшизы, запомните конструкцию пока и все. Аның ипшизы — его жена. Аның палызы — его ребенок, да. Аның пижезы, допустим, да, сестра. Пижезы — его или ее сестра, тут уже непонятно. Пижези — сестра, причем старшая. Пижи — это старшая сестра. Так, старшая, да. Аның пижези, да, вот опять вот этот аффикс з. Пижези. Ну, допустим, пабамның ажезы, старший брат отца. Пабамның ажезы. Вот. Пабамның аже уже некорректно. Надо з обязательно подставить. Ажезы. Ну вот пока запомните вот эти вот конструкции, а дальше уже будете как-то из опыта понимать, да. Младшая сестра хстума. Хстума. Младшая сестра. Хстумам — моя младшая сестра. Хстума — младшая сестра моя. Миның хстумам. Хстумам. Миның хстумам. Так. Мы уже полчаса просидели. Так. Суруглар парба. Вот вопросы есть по тем замечаниям, которые были сделаны в предложениях. Там понятно было? Исправления были понятны? Так, давайте мы сейчас... Давайте еще раз, знаете что? Давайте еще раз мы порядковые числительные дома еще раз сделайте примеры, хорошо? Тоғын меншіці, шалзық барым. Да, тоже магазин тоғын меншіці или лифт тоғын меншіці, шалзық барым. Да, употребитель, можно. Лифт тоғын меншіці, шалзық барым. Да, это условие. Тоғын меншіці, как бы тут оно не склоняется по времени. Оно для всех времен употребляется. Так, давайте еще раз домашнее задание по порядковым числительным уже, ну, как бы то, по тем замечаниям, которые сегодня было сделано. Так, давайте я, знаете, как... Вот эти примеры, ну, надеюсь, вы видео посмотрите хорошо, если... Так, нет, все-таки давайте я вам скину. Сейчас, подождите. Вот, Сарина, это те примеры с исправлениями. Так, и, Юля, я тоже сейчас твои примеры скину сюда. Так, вот. Дальше я... Ну, тут сумбур какой-то получился, но ничего страшного, думаю, когда в документ переведете, там можно будет разобраться. В общем, по этим примерам можете дальше еще придумать по 10 предложений, ну, сколько сможете, ну, примерно 10. И мы на следующем уроке снова их разберем. Ну, теперь уже встретимся в понедельник. Понедельник-те, сигс,
отсты. Понедельникте 6 час ирді. 6 отсты. Так, соғылар бар ба? Сұрғылар жол, я. Но сұрғылар шоқ болза, андық да понедельник ешетірі запистер болыр. Запистер болыр ютубта, алайба өмеді. Өмеді это значит группа. Өмеді группе. Так, өмеді группада че. Аным жоқтыр алғыс болзын, пазы тоғасқын че понедельник ешетірі. Че аным жоқтыр.